Когда Тохтамыш, благодаря военной помощи Тимур-Ленка, стал правителем Синей Орды, восточной части Улуса-Джучи, он двинулся далее, чтобы занять престол всей Золотой Орды. Установив контроль над ордынской столицей и над Поволжьем, Тохтамыш повернул на запад, чтобы вернуть под власть Сарая Белую Орду, западную часть Улуса-Джучи, где правил Мамай. Победа над Мамаем стала крупнейшим успехом Тохтамыша, ведь теперь, впервые за последние 20 лет, вся Золотая Орда вновь была объединена под властью одного правителя. Положив конец многолетнему кризису и раздробленности, Тохтамыш приобрел огромный авторитет среди населения. Подданные сравнивали хана с его великим предком Чингисханом. Придя к власти, Тохтамыш немедленно приложил усилия, чтобы восстановить международный авторитет Золотой Орды, который сильно пошатнулся за 2 десятилетия усобиц. Тохтамыш совершил крупный поход на Москву и разорил ее, тем самым восстановив ханскую власть над русскими княжествами, которые при Мамае фактически вышли из подчинения Орде. А крымским генуэзцам Тохтамыш, напротив, оказал милости. Он отдал им по договору весь южный и юго-восточный берег Крыма, чтобы их торговля там приносила доход в ханскую казну. Тохтамыш также направил требование Литовскому княжеству, чтобы оно выплачивало Орде дань за часть земель Украины, перешедших при Мамае из ордынского в литовское подчинение. Это письмо Тохтамыша великому князю Литвы Ягайло сохранилось. Оно написано уйгурским письмом на придворном языке тюрки и скреплено золотым нишаном, ханской печатью Тохтамыша. Тохтамыш правил Золотой Ордой на протяжении 15 лет. Его правление началось с побед и успехов, однако вскоре хану довелось столкнуться с очень грозными противниками.